Спасатели и туристы Коми пробежали в Сыктывкаре зимний марафон. В соревнованиях по поисково-спасательным работам участвовали 17 команд, среди которых не только профессионалы, но и любители активного отдыха. В качестве испытания ориентирование по спортивной карте и космоснимку, веревочный этап, поиск, спасение пострадавших, а также первая медицинская помощь. Евгений Ракин наблюдал со стороны. По команде главного судьи участники выдвинулись на поиск контрольных точек. После дистанции ориентирования настоящее испытание, справиться с которым нелегко даже профессионалам. Это веревочный этап. Победители прошлогодних соревнований команда «Ориента» на этот раз замешкалась и потеряла драгоценное время. Не учли растяжение веревки, надо было жестче веревку взять. Если взяли жестче веревку... И сопротивление ветра. А вот команда из Везинги достала медальон всего за несколько минут. Грамотно отработав с веревками, сысольские общественники спотыкаются на следующем этапе. Мы просто с веревками работаем уже давно работаем, а вот с медициной чуть плоховато пока. Со стороны за спортивной борьбой наблюдают тренеры и болельщики, эмоционально подбадривая команду советами. Крепят на нижнюю опору, когда можно на верхнюю опору закрепить, они закрепили на нижнюю. И в итоге они не могут достать до этапа, который им, выполнить задание, которое им дали. Вот сейчас, если та команда послушает, Саша, сейчас эту веревку за ту опору закрепите повыше. Впрочем, для спасателей нет ничего невозможного, тем более, что в этом году и этапов поменьше, и задания полегче. Поиск людей, оказание первой медицинской помощи, работа с веревками, все, соответственно, соответствует нашей работе. По словам организаторов, зимний марафон охватил всю Россию. В Коми соревнования по поисково-спасательным работам проводятся второй год подряд. Первый год они были в формате 2 суток, 48 часов и более мобильные группы. В этом году мы решили сократить до суток и опробовать спасработы малыми мобильными группами. То есть состав команды у нас 2 человека. То есть для мобильности, для скорейшей доставки к месту ЧС и оказания, первой помощи. К слову, с марта этого года спасатели начнут дежурить на территории Национального парка Юг-2 и Печора-Илочского заповедника. В районах Приполярного Урала с потеплением наступает лавиноопасный период. Посты будут оснащены снегоходами с санями, лыжами, альпинистским снаряжением, средствами поиска в лавинах, медицинским оборудованием, радиостанциями и спутниковыми телефонами. Евгений Ракин, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.